2015 год очень значимый год и много знаковых мероприятий, посвященных развитию предпринимательства, развитию литературы в нашей республике и в России. Да? Но для нас, работников системы образования, очень важно, что этот год мудро объявлен годом дошкольного образования. Дошкольное образование в нашей республике, оно законодательно обеспечивается, буквально 14 декабря мы приняли новый закон об образовании. Согласно этому, новое – это то, что кроме государственных будут поддержку получать от государства, будет поддержку получать негосударственный сектор дошкольного образования. И ежегодно примечательно вообще по России наш регион является передовым в дошкольном образовании. Мы в десятке лучших по количеству введенных новых зданий дошкольных образовательных организаций. Мы в первой десятке по повышению заработной платы дошкольных работников. Заметно финансирование улучшилось во всех отношениях. Но в перспективе, конечно, с учетом новых подходов и распределения полномочий, конечно, еще раз будет совершенствоваться эта система с учетом вариативности форм дошкольного образования. И в-третьих, мы в первой десятке, в котором не повысили по России первой десятки, тот регион, где не повысили оплату за присмотр, уход, услуги в дошкольном образовании. Это очень важно. Также мы недавно, я могу с гордостью сказать, что нас отметили в Государственной Думе, что именно один из лучших регионов Республика Саха-Якутия по стоимости строительства мест для детей дошкольного возраста. Это с 3 до 7 лет. Стоимость других регионов квадратного метра до 2 миллионов на одного ребенка, при строительстве здания. У нас от 800 тысяч до 1 200 000. Так, это считается одним из таких экономных вариантов. Да? В то же время сейчас в связи с введением нового государственного стандарта дошкольного образования, расширением требований к компетенциям педагогов, естественно, возрастают новые, еще больше становится ответственность и новые задачи перед воспитателями. Но в этом году запланировано 45 крупных республиканского масштаба мероприятий, и один из них – это поездка в зарубежную страну, где считается передовым дошкольная ступень образования. Поэтому и много-много новых других мероприятий, которые, безусловно, будут способствовать стимулированию труда дошкольных работников, улучшению качества дошкольного образования. И в законодательном плане с каждым днем совершенствуется, и дальше будем работать над совместно с Министерством образования над совершенствованием нормативных правовых актов в этой сфере. По зарплате, мы можем отметить положительные тенденции, позитивные изменения. Если 2 года назад получали воспитатели 15 тысяч и меньше, то сейчас в среднем 42 500 рублей. Это приравнено к федеральным общим требованиям к зарплате воспитателей страны. Да? Но не все регионы, к сожалению, достигли такого уровня. А в перспективе, конечно, большого роста скачка, как последние 2 года на 100 с лишним процентов в зарплате не будет, но тем не менее тенденции к увеличению зарплаты с изменениями в зарплате в целом по отрасли, конечно, за это будет работа вестись. Наиболее яркие успехи учреждения нашего, например, в декабре месяце я приехала из город Москва, где приняла участие в конкурсе федеральных экспериментальных площадок и стала победителем, детский сад стал победителем конкурса «Лучшая инновационная площадка Российской академии образования». Было представлено 129 площадок из 9 федеральных округов. И
26 субъектов Российской Федерации. Да, сегодня правительством Республики Саха-Якутия, вообще правительством, Министерством образования уделяется большое внимание дошкольному образованию, выделяются субсидии на приобретение игрового оборудования, повысилась заработная плата, финансируется строительство дошкольных учреждений, финансируется повышение квалификации дошкольников. Наш детский сад «Березка», работают воспитатели, очень дружный у нас коллектив. Коллектив уже сложившийся. Вот с 1 января, сейчас вот с 2015 года, наш детский сад будет посещать 166 детей. Раньше у нас 130 детей мы принимали, и на 36 детей вот с 1 января наш детский сад увеличил наполняемость детей. Коллектив у нас сформированный, работает давно, дружный, активный. Конечно, я в нашем детском саду работаю уже 11 лет. Выросла зарплата у дошкольных работников, в разы выросла. И, конечно, и воспитатели, я думаю, что стали больше проявлять интереса, отдавать себя. Все-таки материальная часть нашей жизни – это тоже немаловажно. И хочется, конечно, сказать спасибо правительству нашему, руководству страны и вообще нашему Мирнинскому району. Но я свою вот зарплату воспитателя помню от 3000, когда я приехала в Мирный, 3000, 5000, 7000. Но сейчас моя зарплата выросла настолько, что я могу сама, по крайней мере, себя уже содержать. Вот я могу только сказать о зарплате, что вот очень хорошая зарплата у нас сейчас стала. Стимулирующие выплаты за качество работы. Каждый месяц мы получаем. И я считаю, что сейчас большое внимание уделяют. Конечно, желание качественно работать, не то, что хорошо, а качественно работать. Потому что наши заказчики – это прежде всего родители и дети.